узнали, сколько человек были удостоены этой награды по всей России, собрали материал о героях социалистического труда в Козловском районе, посетили краеведческий музей Монголо-Карамышевского ЗОЖ, нашли материалы СМИ, а также выступили с презентацией на часе общения. Звание Героя социалистического труда и положение о звании учреждены указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938 года. Звание Героя социалистического труда присвоилось лицам, которые своей особо выдающейся новаторской деятельностью в области промышленности, сельского хозяйства, торговли, транспорта, научных открытий и технических изделий проявили исключительные заслуги перед советским государством, содействовали подъему народного хозяйства, культуры, науки, росту могущества и славы СССР. Героям социалистического труда вручали орден Ленина и грамоту Президиума Верховного Совета СССР. Позднее, 22 мая 1940 года, героям социалистического труда вручалась золотая медаль «Серп и молот». За всю историю существования Советского Союза звание Героя социалистического труда удостоились более 19 тысяч человек. Свыше 160 человек были награждены медалью «Серп и молот» дважды. По данным Чувашской энциклопедии, звание Героя социалистического труда были удостоены более 70 уроженцев и жителей Чувашии. Среди жителей и уроженцев Козловского района эту высокую награду получили Дорофеева Лидия Якимовна, Шолков Павел Григорьевич и Зуева Антонина Михайловна. Дорофеева Лидия Якимовна родилась в 1924 году в деревне Бишево Козловского района. В 1938 году окончила фабрично-заводскую школу от Козловского завода строидеталей. В 1941 году поступила на работу по строительству Чебоксарского завода резинотехнических изделий, ныне завод имени Чапаева, а с 1948 по 1977 года трудилась в основных цехах этого завода. Она относилась очень серьезно и ответственно ко всем изделиям и операциям, активно участвовала в стахановском движении. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 июля 1966 года за выполнение плана 1959 по 1965 года удостоили звания Героя социалистического труда. С 1967 года внесена в почетную книгу трудовой славы и героизма Чувашской СССР, награждена орденом Ленина и медалями. Шолков Павел Григорьевич родился в 1902 году в деревне Ключер Козловского района. В 1913 году, окончив Карамышевское земское училище, прошел трудовой путь от колхозника, кладовщика, заведующей фермы и хмелевода. В начале 40-х годов 20 века был председателем исполкома Можарского сельсовета. Он был участником Великой Отечественной войны. После войны был хмелеводом. С 1957 года был бригадиром хмелеводческой бригады колхоза, затем совхоза «Волга». Павел Григорьевич проделал очень большую работу по расширению хмеля. В 1966 году за большой урожай хмеля ему было присвоено звание Героя социалистического труда. Зуева Антонина Михайловна родилась в 1928 году в деревне Шеменеево Козловского района. Отец Михаил Васильевич был участником Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. Мать Фёкла Тимофеевна имела начальное образование. Когда отец погиб на фронте, здоровье матери ухудшилось, и то лишь в 15 лет пришлось стать хозяйкой дома, кормилицей больной, незрячей матери. Она была очень серьезной, самостоятельной, трудолюбивой, постоянно училась и помогала другим. Село Октябрьское Ленинско-Посадского района прошла курсы по выращиванию хмеля и получила удостоверение мастера хмелевода. Ее награждали медалью за доблестный труд, присваивали звание лучший хмелевод, мастер высокого урожая, награждалась орденом «Знак почета». В 1971 году получила звание Герой социалистического труда. 1 апреля 2016 года в нашей школе состоялось открытие выставки картин «Дом трудов», на которой присутствовали ветераны труда нашего села. Мы хотим поблагодарить организаторов проекта «Дом трудов» за бесценную
Особый дар – репродукция картин, посвященных труду человека.